сводном детском хоре ученики музыкальных школ городского округа. Вступительная песня на музыку Дунаевского настраивает зрителей на восприятие настоящего искусства. Именно в сохранении и пропаганде хоровой культуры видят свою главную задачу организаторы – педагоги Черемуховской школы искусств. Я помню первый фестиваль «Осенняя радуга». Он проходил в маленьком поселке Северном Черемухово в общеобразовательной школе. Стояли длинные лавки из спортивного зала. Было немного участников. И очень радостно, что на сегодняшний день этот фестиваль – это бренд этого небольшого города Северного, Североуральска. В этом году фестиваль «Осенняя радуга» прошел в 6-й раз. История хорового конкурса началась в 2006 году. Тогда наш округ принимал 400 артистов из Челябинска и городов Свердловской области. За прошедшие годы почетными гостями фестиваля становились мужской концертный хор из Екатеринбурга, вокальный ансамбль Нижнетагильского колледжа, хор «Подснежник» из Ульяновска, Нижнекамский хор «Мечта». Конкурсная программа фестиваля включала в себя музыкальные состязания по 3 возрастным группам. Самым младшим артистам только исполнилось 7 лет, самые старшие уже готовятся к выпускным экзаменам. Хоровые коллективы должны были представить жюри 2 разнохарактерных произведения общей длительностью не более 10 минут. Выступления конкурсантов оценивали ведущие специалисты Уральского региона в области хорового искусства под председательством доцента Уральской государственной консерватории Натальи Калашниковой. Битва хоров длилась несколько часов. На сцене сменяли друг друга коллективы из Серова и Волчанска, Краснотуринска, Ивделя, Новоуральска, Нижней Туры. Наш городской округ представляли черемуховские ансамбли «Акварель» и «Подснежник», хор мальчиков и вокальный ансамбль школы искусств Североуральска. Жил у нас во дворе сосед, удивлял белый свет, задавал он вопрос везде, сколько шляпок гвоздей. Подводя итоги конкурса, члены жюри отметили грамотно подобранный репертуар, подчеркивающий возрастную индивидуальность коллективов, от высокой классики хорового пения до шутливых детских композиций. Большое количество участников, неплохая показана работа именно ансамблевая. Работа с ансамблями, выделение солистов, показ музыкальной драматургии, развитие. Есть неплохие концертмейстеры. Награды за участие и победу в конкурсе были вручены вечером на сцене Дворца культуры «Современник». Особую благодарность организаторы выразили руководителю хора «Славия» из подмосковного Щелково Татьяне Лавровой. Наградами различных степеней были отмечены ансамбли музыкальных школ Волчанска и Серова. Также диплом 3-й степени присужден вокальному ансамблю музыкального отделения Североуральской школы искусств. Дипломом 2-й степени награжден коллектив «Подснежник» из школы искусств Черемухова. Еще один черемуховский ансамбль «Акварель» под руководством Елены Кривошеевой заслужил звание лауреата 1-й степени. Гран-при конкурса за высокую душевность и профессионализм исполнения удостоен вокально-хоровой ансамбль «Ассоль» из Нижней Туры. И душа просит музыки, вдохновенно искренней, бесконечно и ласковой, словно солнечный свет. Под небесной чистой синью ты без края и конца, наша Родина Россия. Концертную программу праздника продолжили почетные гости. Хор «Славия» из Щелково Московской области, Серовский коллектив «Фантазия» и женский хор Краснотуринского колледжа искусств. А на следующий день состоялся гала-концерт с участием лучших коллективов фестиваля «Осенняя радуга».